Мой собеседник, мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер Республики Таджикистан Владимир Алексеевич Гулямхайдаров. Я вас приветствую. Но меня сегодня обуревают такие чувства, которые нельзя выразить словами. Я снова на родной земле. Я увидел друзей, слезы. Увидел друзей, с которыми я много лет вместе работали, играли. И я настолько переполнен эмоциями сегодня. И увидел мальчишек, которые играют на этом турнире. И радость переполняет мое сердце, что наш футбол, я верю, что будет процветать. Почему? Потому что много очень сегодня детей, команд занимаются футболом. И я думаю, многие из них вырастут великолепных, прекрасных футболистов, которые потом будут защищать честь нашего таджикского футбола на международной арене. Как-то так сложились обстоятельства, что пригласили в Алмату работать. Но я никогда не забываю Таджикистан, не забываю Душанбе. Всегда интересуюсь нашим таджикским футболом. Сейчас очень много приглашает бывших игроков команды «Памир», бывших специалистов таджикского футбола, которые не проживают в других государствах. Ваше мнение на этот счет? Вы знаете, что сегодня мы, в чем беда наших бывших советских республик? Мы теряем преемственность. Я в 1964 году пришел молодым мальчиком в команду, у кого учиться, я у них учился в футбол. Когда я играл, у меня учились, молодежь у меня училась играть в футбол. Вот это вот мы потеряли с развалом Советского Союза, когда многие люди стали специалисты уезжать. Вы понимаете, например, эти ребята, они прошли большую школу таджикского советского футбола. Они специалисты, и я верю, думаю и верю, что они много дадут таджикскому футболу для поднятия уровня нашего футбола. Так что это все правильно и на правильном пути это все. Вы большой специалист футбола, и скажите, пожалуйста, вы знаете хорошо Таджикистан, таджикский футбол. Ну, основные факторы для развития, для будущего развития футбола. Ну, во-первых, сегодня время такое, нужна, конечно, инфраструктура в первую очередь, чтобы была возможность у мальчиков работать сегодня в хороших условиях. Второе, это должны быть специалисты, которые могут работать с детьми. Футбол мы сегодня только смотрим по командам мастеров и по сборной. Но мы забываем о том, что те, кто сегодня у нас играют в сборной, они тоже были детьми и в 9-10 лет начинали в детской спортивной школе. То есть залог успеха – это детско-юношеский футбол. Если мы с 10 лет до 17 лет, 7 лет заложим основу это техника футбола, обработка мяча, передача мяча, футбольное мышление. Тогда будет футбол. Сегодня вы понимаете то, что мы чуть-чуть потеряли нить этого. Вы знаете, что я думаю, мы чуть-чуть позабыли все-таки процесс обучения. Обучение, вот даже как нас тренировали, в парах разбили, на пару мяч, и мы первый раз под подошву, потом внутренний, внешний, потом на бедро, на грудь. Все обработка мяча нас учили. Вот этому надо учить. То есть с 10 до 17 лет мальчик должен технически так оснащен быть, что он с мячом, не глядя на мяч, а все внимание на партнеров, должен владеть мячом, должен владеть передачами мяча левой, правой ногой, внутренним, внешним подъемом. Если вот это вот будет, а физику можно дать за один подготовительный период. Физику, а технику года нужны. Несколько слов в вашем семейном положении. Семейное положение, я, откровенно говоря, самый счастливый человек в семейной жизни. 2 детей, у меня 2 девочки. Татьяна первая, вторая Зарина. Живут они в Москве, 2 внучки у меня все девочки. Поэтому я тоже еще раз счастливый человек. Спасибо, Владимир Алексеевич, за беседу. Желаем вам удачи, успехов. Самое главное,
крепкого здоровья, счастья, и чтобы вы почаще приезжали в свою родину, где вы родились, в Душанбе, в Хазор Таджикистан. Рамат, а я Салам хочу большое. пожелать процветания таджикскому футболу. Спасибо огромное. Рамат Спасибо. Шумов.